я вас хочу спросить, вот по вашему мнению, люди вообще ошибаются иногда? Вы знаете, даже директор вашего лицея ошибается иногда, я уверена. Потому что он человек, я надеюсь. Любой человек ошибается. Но самое интересное, что у вас есть возможность, кстати, вам бы хотелось чаще ошибаться или реже? Реже. И любой человек может быть в таком состоянии, чтобы ошибаться реже. Есть всего две причины для того, чтобы человек ошибался, принимал неправильные решения, имел проблемы, болел и так далее. Две вещи. Первая вещь. Человек может чего-то не знать. Может человек что-то не знать? Вот он смотрит там на стенку, видит там предмет такой квадратный с двумя дырочками. Первый раз в жизни. И думает, что бы это могло значить? А не проверить ли мне глубину этих дырочек проволоками? И все, оказалась розетка, кучка пепла. Ну, не знал человек. Но на самом деле люди получают знания и как-то выживают, да? Это один путь. Второй путь – быть в таком состоянии, чтобы ошибаться как можно меньше. Оказывается, есть состояния, в которых человек делает ошибки, есть состояния, в которых человек делает ошибок меньше или не делает их, в соответствии со своими знаниями. Вы знаете, человек может иметь 2, 3, 10 высших образований, он может прочитать кучу книг, сидеть все время в библиотеке. И при этом он выходит на улицу, там у него кирпич на голову упал, там у него ногу сломал, там еще что-то. Вот знаете, вот говорят, невезучий. Вот знаете, человек не везет человеку. Не бывает такое, что не везет. Здесь все, кто сидит и все, кто ходит там на улице, абсолютно каждый человек на этой планете внутри белый, пушистый, очень хороший, очень способный, суперумный. Все абсолютно. Но мы все находимся в разных состояниях. И сейчас об этих состояниях я пару слов хочу сказать. Итак, есть такая, на самом деле не пару слов, долго будет, минут 15. Рисую такую вещь, называется шкала. Слово шкала всем понятно? Ну, есть шкала, например, один из примеров шкалы – это градусник, меряет температуру, там, барометр, меряет давление. Вот у нас будет мерить эта шкала, знаете что? Она будет мерить настроение. Эта шкала называется шкала эмоциональных тонов, такое правильное название. Слово шкала понятно, слово эмоции понятно? Настроение. Тон – это уровень этих настроений. Вот здесь будет минус, плохо. Здесь будет плюс, хорошо. И вот тут маленькая часть на шкале, которую можно назвать, если посмотреть словарь, просто человек счастливый в этом состоянии. Если просто, так сказать, вот сказать понятное такое общеупотребимое слово, вот тут кайф. Вот мы там стоим, много кайфа. Сейчас я вам рассказываю, как человек должен себя чувствовать, чтобы у него кайф был без наркотиков, алкоголя, вот с утра до вечера. Проснулся и говорит, боже, сегодня первая пара. У вас пара или уроки? Пара. Сегодня первая пара физика. Ура! Я сделала это, я сейчас пойду на физику и получу свои 12 баллов. Даже если я получу не 12 баллов, я исправлю это. То есть вот тут вот человек быстренько решает, и он так не грузится проблемами, да? Хорошо, начинаем снизу. Те, кто слышал лекцию, те молчит как рыба. Просто вот рот закрыл себе и молчит. Те, кто не слышал, догадываются. 0 на этой шкале, то есть хуже не бывает. Учите, это настроение. 0 по настроению. Что это такое может быть? Я не имею в виду изучение тяжелого предмета. Хуже апатии. Смерть. Вы слышали лекцию? Она не выдержала. Так, тон называется смерть. Я вам скажу, что действительно бывает такое, что просто не отгадывает вот этот нижний уровень, потому что никто не думает вообще о смерти. Это хорошо, что они и думать-то, ее ж нету тут рядом. Так, 0,05. Тон называется апатия. В переводе на русский язык апатия обозначает полное, абсолютное безразличие ко всему. То есть человек не есть, не спать, не общаться, ну ничего он вообще не может. Понимаете, абсолютно, ну совершенно нет реакции. А тут такая слюна. Можно с таким человеком общаться? Смотрите, человек может в апатию попасть по разным причинам. Одна из причин апатии, ну, предположим, у вас, на ваших глазах случилось какое-то несчастье, да, вы же не будете скакать и прыгать, да? Вы можете попасть в шоковое состояние, бац, вы не двигаетесь. Может быть такое. Второй случай. Ну, второй случай мы иногда наблюдаем вечером, проходя по городу, возле киосков лежат случаи. Вот они в апатии, вот напился, упал в апатию. Он лежит, понимаете, ему еще чуть-чуть добавить 50 грамм, и он уже умер. Но он добавить не может, он глотать уже не в состоянии. Так, это тон апатия. Вопрос, скажите, пожалуйста, человек в апатии хорошо оценивает ситуацию, быстро принимает решение? Он вообще не видит ничего, потому что это 5 сотых до смерти. Пошли выше. 0,5. В этом тоне мы все бываем, и вы все бывали. С детства буквально с рождения очень плохое состояние. Я вообще ничего не буду говорить, господи.
Нормальные люди. Человек плачет, а вы смеетесь. Нормально. Тон называется горе. В тон горя человек попадает по одной единственной причине. Одна. Примеров можно привести много, ваш пример принимаю. Но причина попадания в горе единственная, когда человек имеет потерю чего-то важного для себя. Ну, кто-то пиво там, кому-то на бутылку водки не хватило, бывает такое. Кто-то мобильник потерял, кто-то с другом поссорился. Это потеря. Когда вы имеете потерю, вы имеете тон горя. Это всем понятно? Согласны с этим? Так, теперь у меня вопросик. Скажите, если человек находится в горе, как у него с быстротой реакции и правильностью решений? Тормоз. Хорошо, теперь очень важно. На минуту, все будет, все будет. Вот тут, вы знаете, спасибо вам за вопрос на самом деле. Человек спросил, как восстановить? А я вам скажу, все зависит от вашего хронического тона. Есть понятие такое, моментальный тон, а есть понятие хронический тон. Моментальный — это когда поплакал и пришел в себя, если ты находишься выше по тону. Хронический тон, если у тебя хронический тон горя, ну извини, там восстановить сложно. То есть, в принципе, если вы общаетесь с человеком, у которого хронический тон горя, и вы ему задаете обычный вопрос, как дела, он вам ответит, как дела. Вы знаете, у нас на Алексеевке уже неделю не горячая вода. Просто нереально. У вас тоже? О боже! Вы понимаете, все превращается в проблему, все. Вы можете увидеть человека, который в тоне горя, да, и спросить его, ну вот лето пришло, хорошо, да, зачем лето пришло? Лето пришло, классно, он, ой боже, это ж мухи, это там... Вот зима пришла, о господи, это мороз, у меня сапоги прохудились. Самое интересное, что человек в низком тоне имеет небольшую такую особенность, если можно назвать это особенностью. Человек в тоне горя имеет много хронических болезней. И он вам будет об этом рассказывать, он болеет. Не бывает так, что человек заболел, потом опустился по тону. Бывает так, человек опустился по тону и заболел. Если вы находитесь в хроническом тоне высоком, то есть постоянно у вас хорошее состояние, если вас обидели или вы что-то потеряли, вы не плачете сутки, да? Ну, расстроился, чуть-чуть поплакал и дальше побежал. Если вы в таком состоянии, то очень долго придется. Пошли выше. Да, с ошибками мы разобрались, да, там тоже ошибок многовато будет. Единичка. Очень прикольный тон. Я вам скажу так, его наблюдать прикольно, быть в нем не прикольно. Тон называется страх. В тоне страха человек делает две вещи основные, очень интересные вещи. Две основные. Значит, давайте так, что вам тут будет, если вы прогуляете пару уроков? Ничего, говорит, не будет. Вы заметили, да? Я вам потом скажу, кто это говорил. Хорошо, у меня такой вопрос. Ну, здесь сидят для всех реально, что такое прогулять, не? Ага. Когда вы прогуляли там первый раз, ладно, мы не будем брать первый раз, давайте вот вы прогуливаете, вы в 9 классе, в 10, да, и вы прогуливаете первый раз в этот момент. Ну, такой невозможный вариант. Ну, не смейтесь, пожалуйста. Мне просто надо там прикол один сделать. Хорошо, вы прогуливаете. Вы прогуляете целый день. Целый день. Если вы приходите на следующий день в ваше учебное заведение, хотелось бы вам прямо тут же увидеть директора, зауча, классного руководителя и поговорить с ними. Хорошо, прям вот эту вот сценку, прямо сейчас разыгрываю. Человек прогулял, там парень какой-нибудь прогулял целый день. Вот, и он не хочет встретить директора, что естественно. Он открывает дверь, прогуляв. Ну, гулял, когда ему было хорошо, весело, да? Теперь он пришел в школу, открывает дверь. И прямо перед ним стоит шеренга, понимаете, шеренга. Директор, классный руководитель, учитель, который, все учителя, всех уроков, что он прогулял. Шеренгу замыкают родители, которые пришли раньше него в школу, чтобы посмотреть в его честные глаза. И у них лица очень такие серьезные. Значит, где ты был? Где ты был? 11-й выпускной класс. До каких пор ты будешь прогуливать? Если человек попадает в тон страха, он делает две оригинальные штуки. Если он в тон страха попал. Ты где был? Ну, в военкомате. Там же эти очереди постоянно нет никого вообще, не поймешь. Там, как пойдешь в этот военкомат, езжай, вы же сами посылать. Скажите, он смотрит в этот момент в глаза? Нет. Первая реакция в тоне страха — покинуть место как можно быстрее. Ты где был? О, Господи! Поскольку он убежать не может, у него убегают глаза. Ты где был? Ну, и дальше идет серия рассказов, которые можно назвать как?
Вранье, точно, молодец. Человек просто врет. Смотрите, две вещи, тон страха. Первое, желание убежать. И второе, человек не может говорить правду, он обязательно врет. Поэтому если вы врете, и у вас желание убежать, я вас поздравляю, вы здесь. Знаете, люди говорят, вот я вру хорошо. Как я хорошо собрал. Как ты врал, ты был в этом тоне, конкретно. То есть это небольшое геройство. Вот там вот люди вообще не врут. Но есть некоторые люди, которые, когда слушают эту лекцию, это тоже вот интересно. У вас таких нету, честно говоря. Я вот не вижу таких лиц. Но бывают такие, встречаются, прям мысли читаю на их лицах. Знаете, вот сидит и слушает это. Что она тут рассказывает? Я когда вру, я обычно в глаза смотрю, мне это нравится. Я долго придумал, как врать. Понимаете? Этот тон есть. Действительно. Он почти рядом с тоном страха. Я не соблюдаю здесь промежутки. Тон 1,1, на 1/10 выше. Название тона состоит из двух слов. Скрытая враждебность. Слово враждебность понятно всем? Ты мне не нравишься. Ненавижу. Это открытая враждебность. А если он мне не нравится, я его терпеть не могу, но мне не хочется, чтобы он это заметил, у меня будет скрытая враждебность. Ой, что у тебя ботиночки худоваты. Пора новенький покупать. Понимаете? На самом деле он мне просто не нравится. Я хочу ему сделать гадость. Но мне не хочется, чтобы он мне делал что-нибудь такое. Значит, два варианта скрытой враждебности. Один для девочек, один для мальчиков. Девочки, извините, пожалуйста. Если кому не понравится, мальчики, вам это важно знать. Скрытая враждебность. Значит, человек в скрытой враждебности любого пола считает, что он круче всех, а все остальные дебилы. И это выражается на лице. Что такое девочка круче всех, все дурочки? Да. Такие дурачки. А тут мимо проходит какая-нибудь другая. Ну, дурочка, понятное дело. А она на нее смотрит, говорит, слушай, а ты такое платьице купила, обалдеть, на навсеконде. Я вот заходила недавно в секонд, там такая куча лежала, все по гривне. Наверное, там. У этой может испортиться настроение. Если у этой испортилось настроение, вот это, вау, видите, супер. Я сделала гадость, я могу сделать гадость, отлично. Мальчики, вам отдельное предупреждение. Если вы сталкиваетесь с такими девочками, а иногда нравятся, ну вы знаете, мальчикам иногда нравятся такие девочки. Вы имейте в виду, что если она вам такая девочка, вот в скрытой враждебности, если она находится, говорит, я люблю тебя, дорогой, вы помните, там еще может быть очередь. И каждому она уже сказала, что любит, и их много. Это особенность, что у нас скрытая враждебность. Еще раз хочу в этом месте обратить ваше внимание. Даже эта девочка или этот мальчик, который в скрытой враждебности, внутри хороший, замечательный человек, и он собирался бы врать, если бы не был в этом тоне. Если этого человека поднять повыше по тону, он будет нормальным. Если он в скрытой враждебности, он по-другому не может реагировать. Он только так делает. Так, кстати, это тон преступника. В этом тоне все преступники находятся. Вы себе можете представить человека, который, слушай, а можно я тебе кошелек украду? Честно глядя в глаза. На самом деле такого не бывает. Он подходит, говорит, ой, слушай, парень, ты где мобилу такую достал, да, и начинает разговаривать. А в это время в сумочке роется там или в кармане. Вот это скрытая враждебность, он преступник. А пошли выше. 1,5. Ой, да, кстати, я забыла вам вопрос задать. В тоне страха и в тоне скрытой враждебности, в этих двух тонах, человек легко, правильно оценивает окружающую ситуацию? Нет, конечно. Конечно, неправильно. Реакция в тоне страха. Все опасно, надо бежать. Реакция в тоне скрытой враждебности. Всем надо навредить, и тогда, может, я выплыву. Пошли выше. Тон называется... Так, что там за шум? Я не понял, что за шум? Что... Вот эта вот группа, которая меня слушает второй раз, они уже ждут, когда я крикну на них, просто специально сидят, меня раздражают постоянно. Спасибо вам, товарищи, что вы это сделали. На кого бы я крикнула тогда? Они знали. Знаете, я вот тут дошла до этого места, думаю, боже, на кого, на кого, на кому? Тишина, порядок, не на кого крикнуть. Ребята, то он называется гнев. Вы наблюдали когда-нибудь такое поведение? А что такая радость? Хорошо, сами вы в таком состоянии были? Морду кому-нибудь кто-то, может, бил? Это там. Так, теперь скажите мне, пожалуйста, вы когда-нибудь пробовали общаться с человеком в тоне гнева? Вот это, вы просто видите, он идет прямо такой.
А вы к нему подходите и спрашиваете, вы не скажете, который час? Да пошел ты, извини. Он даже вопроса не слышит. Он весь в состоянии напряжения. Первый, кто подойдет, получит. Общение невозможно. Но вы заметили, что этот тон поактивнее чуть-чуть, да? Но уже больше жизни. Правда, жизнь в неправильном направлении течет. Так, вот эти 4 тона. 1, 2, 3, 4. Если у человека эти тона хронические, то есть он живет в них, у него, к сожалению, хронические болезни. У всех. Там желудок, почки, печень, ну там болит. Вот там уже человек не болеет ничем. Так, поехали дальше. 2-0. Тон называется антагонизм. Не алкоголизм, а антагонизм. Переводится само слово в словаре. Непримиримое противоречие. Нет. Гулять пойдем? Нет. Там холодно и сыро, подождем летом. Слушай, пошли телек посмотрим. Какой телек? Вот это твой телек, что там не видел. Слушай, доченька, помоги маме посуду помыть. Мам, ты с ума сошла, мне завтра 7. Мне завтра 8 уроков. Когда я буду мыть посуду? Да, точно. Это оно и было. Ну, нормально, это антагонизм, по крайней мере, не скрытая враждебность. Может, ты сама помоешь? Итак, антагонизм, тон несогласия. Это все поняли, да? Хорошо, выше пошли. 2,5. На самом деле, если человек все время не соглашается, это хронический тон, он все время не согласен, то он правильного решения не может принять. Хочу обратить ваше внимание, что в любом из этих тонов человек может находиться. Было бы ненормально, если его били по голове. Это ненормально. Я имею в виду, что в этих тонах нельзя находиться хронически. Если вы там хронически находитесь, то вы не видите ситуацию. Так, вот этот тон сейчас сами назовете мне. Желательно тех, кто слушал, чтобы не называли. Значит, в этом тоне, вот в этом, что я сейчас буду рисовать, человек, ну тут я вообще не беру, конечно, он не валяется, не лежит, ничего, он не плачет, он не бегает, он не боится, он не делает гадости, он не кричит ни на кого, морду не бьет, он ни с кем не спорит, он вообще ничего не делает в этом тоне. Не, он такой, знаете... Слушай, пошли телек посмотрим. Пошли, да должна вставать. Идти. Лень, безразличие вы правильно называете. Но есть такой тон, называется скука, да? Он и определяется как лень и безразличие. Тон называется скука, и это серединка шкалы. Все, что ниже скуки, если вы заметили, ближе к чему? К смерти. Вот эта часть шкалы называется невыживание. То есть в этой части шкалы вы не можете достигать успеха, вы не можете иметь здоровье, вы не можете принимать правильные решения, вы не можете иметь нормальных друзей, вы не можете иметь нормальную жизнь. Это понятно? Вот эта шкала была в 1954 году разработана американским ученым Роном Хаббардом. Он ее просто разработал, буквально с прибором в руках, все на этих самых, на приборе отсчитано, показано, и она действительно существует. Я думаю, что мы здесь сейчас рассмотрим, если вы согласитесь. Если не согласитесь, мы не будем рассматривать. Мы рассмотрим такую вещь, чтобы уже понятно было, где выживание, а где нет. Такой вопрос, как секс по шкале тонов, если вы не возражаете. Не возражаете? Возражаете? Нет. Хорошо. Я думаю, что так тихо вы не возражаете. Итак, ну чтобы было совсем все понятно, потому что это немаловажный вопрос в жизни человека, особенно старшие классы, вам вообще надо как бы об этом знать правду. Хорошо, если вы ждете от меня, что я буду здесь что-то показывать, не ждите. Я буду задавать вопросы, хорошо? Значит, первый вопрос такой. Я вам называю схему действия, как бы, а вы мне называете тон. Я не знаю, о чем подумал молодой человек, я задаю простой человеческий вопрос. Какой это тон, если человек сначала, перед тем, как ему иметь какой-то секс, он сначала бьет сильно ногами по голове? В каком он тоне находится? Отлично. Обратите внимание, ни один из вас, а мне часто такое говорят, ни один из вас не сказал скрытая враждебность. Да ничего себе скрыто, а ногами по голове. Итак, он находится конкретно в гневе. Ну, тот, с кем он пытается иметь сексуальные отношения, находится, видимо, где-то там. Совсем плохо ему. Разобрались, да? Хорошо. Я не знаю, ответите вы мне на следующий вопрос или нет, просто понятия не имею. Очень редко кто отвечает на этот вопрос. Не знаю почему, но я его задам. Если не ответите, я отвечу. Как вы думаете, какой может быть секс, примеры секса, если человек находится в тоне скрытой враждебности? О,
Ну, изнасилование это с применением силы идет, это открытое. Не очень, да. О, пожалуйста, он пример конкретный привел, я... Спасибо. Таня, ну есть просто смелые люди, почему я к вам пришла работать? Потому что, значит, тут ответят честно на вопрос. Итак, я обобщу его ответ, если кто не слышал, я скажу в общем. Любые извращения, вообще любые, не обязательно это конкретное. Итак, любые извращения относятся к скрытой враждебности. Ой, куда я сюда? Скрытая враждебность. Первое. Второе. Гомосексуализм. Третье. Проституция. Я не знаю, я вас огорчу или обрадую. Беспорядочные половые связи. Скрытая враждебность. Потому что вы представьте, сегодня с этим связь, завтра с тем, а тот дурак. И про него даже... Вот это здесь все. То есть это вот такое вот все непонятное шо. Это скрытая враждебность. Если взять антагонизм, достаточно высокий тон, да? Антагонизм, понимаете? Хочешь, не хочу, и я не хочу. Может быть, второй вариант. Хочешь так? Нет, я так не хочу. А я так не хочу. А я сказал. И уже кто-то в гневе, а кто-то, заметьте, уже в горе. Может, не надо. Если тут кто-то нашел какое-то выживание, я вас поздравляю. Это близкое к вам состояние. Если нет, поднимемся в скуку, ну это серединка, да? Что у нас в скуке за секс может быть, да? Я вам скажу, мысль человека, который, ну назовем это не любовь, а занимается сексом, да, разницу понимаете, да? Вот здесь занимаются сексом, а любовь она там находится. Итак, если человек занимается сексом в тоне скуки, то он это делает, потому что это нужно для здоровья 3 раза в неделю. Круто, да? И в это время он может пожевывать яблочко, я не знаю. Покуривать сигаретку для здоровья. Веселее, да? О, хорошо. Так, мы оставим в покое. Оставим в покое эту нижнюю часть шкалы, потому что вам теперь всем понятно, что тут не выживание, да? А ну, конечно, в апатии мы не будем обсуждать секс, понимаете? Не будем. Там человек не видит, кто это. Это женщина, мужчина, кошка, собака. Непонятно. Мы поднимаемся выше. У нас пошел первый тон выше скуки. Он первый выше. Это еще не очень круто, не очень весело, но это значительно лучше, чем скука. Тон называется консерватизм. И в этом тоне, я понимаю, у вас вызывает слово консервы, видимо, здоровый интерес. На самом деле это хороший пример для того, чтобы объяснить слово консерватизм. Консервы делают для того, чтобы продукт не испортился. Тон консерватизма, я не хочу что-то менять. Все. Человек в консерватизме, понимаете... Здравствуйте, ребята, сядьте, пожалуйста, ровненько. Сейчас я вам буду рассказывать о том, как вредно принимать наркотики. Улыбки на ваших лицах немножко неуместны, потому что тема очень серьезная, люди гибнут. Ну и минут через 15, возможно, приличные люди уже... Неприличные уйдут. Вот. И в тоне консерватизма, я не говорю, что это плохой тон, я говорю, что есть вещи, которые нельзя делать в консерватизме. Есть вещи, которые нельзя делать в другом каком-то тоне. То есть, если вы уверены совершенно, что вы лучший специалист в мире, вот самый крутой, и это правда, вот даже бумажка есть, что самый лучший. И вы с вот этой бумажкой и с убеждением приходите к человеку, который об этом не знает, а вы где-нибудь вот там, наверху шкалы тонов радостно пришли в лучшее учреждение наниматься на работу, размахиваете кровом, сумка вокруг, вы говорите, я лучше всех! Вам скажут до свидания. То есть, если вы приходите куда-то в учреждение устраиваться на работу, вы аккуратно одеваетесь, говорите, здравствуйте, у меня есть такой диплом, такой, я кто-то делает, понимаете, да? То есть, есть места, где надо быть в консерватизме, но в жизни лучше в консерватизме не быть, потому что жизнь над тем быстренько уже вперед пошла, а ты все в консерватизме сидишь и любишь, как 40 лет назад, там, песню «Уберез и сосен». Вы ее не знаете. Я все вспоминаю. Антонов Юрий. Юрия Антонова вы знаете, наверное, не знаю. Ну как, ну видим, афиши, да, раз в году. Ну вы поняли, да? Но мы не будем это обесценивать. Я тоже люблю, но уже как бы остальные уже все, уже другие песни есть. Пошли выше. 3,3. Тон называется «Сильный интерес». И нам сейчас будет сильно интересно, потому что я сейчас буду еще вопросы задавать. Сейчас я буду готовить пастку буквально. Итак, сильный интерес. Пример абсолютно... Ну, как бы простой, потому что интересы у всех разные, но я думаю, что для всех реально, что бывают хорошие фильмы, которые интересно посмотреть, да? Любите хорошие фильмы? Отлично!
Пришел человек домой смотреть хороший фильм. А мама в это время пришла домой, в тоне горя. А когда мама приходит в тоне горя, даже если это японская или американская мама, она говорит обычно одни и те же слова. Потому что в низком тоне люди говорят все время одно и то же. И в тоне горя мама будет говорить: сыночек, ты такой худой и бледный. Я тебе 5-й раз обед разогреваю, иди покушай. Мама, подожди. Мань, иди сюда, я здесь буду кушать. Ты уже принесла? И вы не можете оторваться от экрана. Вот это тон сильного интереса. Может быть, вы сидите вот за этим экраном. Я не говорю, что это очень здорово, но, по крайней мере, это тон сильного интереса. Может быть, я очень сильно надеюсь, что среди вас есть люди, которые с таким же интересом читают книжки. Значит, два слова еще по поводу сильного интереса. Птичку поставил, видите, что всегда забываю. В сильном интересе человек не заболевает даже соплями. Вот это не бывает. Вот тут человек не болеет ничем, какие хронические, даже простудных заболеваний не бывает. Это раз. И второе, что делает человек в сильном интересе, мы сейчас выясним вместе. У нас сейчас будет совместный труд. Сейчас я вам приведу каверзный пример, а вы мне будете отгадывать тон, хорошо? Значит, ситуация у нас такая. В один из классов в вашем лицее какой-нибудь депутат решил сделать подарок, и он подарил супер-пупер красивые парты из дерева такие, офисную мебель для каждого школьника, светлые. В класс домой. И весь класс вот в этих партах красивых. И в этот день утром в этот класс заходит мальчик, который вчера вечером получил от родителей скромный презент. Он получил маркер спиртовой черного цвета. Он заходит в этот класс и видит: боже, какие красивые светлые парты. И он садится на заднюю парту и весь урок рисует на этой парте. Теперь мы отгадываем, в каком тоне мальчик будет на задней парте весь урок рисовать. Разделились у нас мнения, чему я очень рада. Я не буду говорить, что вы не правы. Я вам задам еще 2 наводящих вопроса. В конце его рисунка уже звонок звенит. Он может поднять руку и сказать: Марья Ивановна, гляньте, как я поработал. Не, он не скажет. Хорошо, второй вариант еще более плохой. Марья Ивановна доходит до задней парты к концу урока. Боже мой, новый кто испоганил, без понятия. Это он. В каком тоне человек сознательно портит имущество? Скрытая враждебность. Ребят, я вам скажу, те, кто не отгадал, честное слово, не расстраивайтесь. У меня взрослые на лекциях вот это вот не отгадывают, потому что люди, когда они, понимаете, ну он же кайф ловит, он сидит там, ловит, рисует там, весь у захвате, что называется. На самом деле он же знает, что он портит новые парты. Я когда рассказывала эту лекцию в колонии для несовершеннолетних, ко мне после лекции подошел парнишка и говорит: я знаю, когда я был в сильном интересе. Я говорю: когда? Когда мы киоск грабили. И я верю, представляете себе, ночь, он идет в кусты, в кустах менты. Грабить, игра какая, обалдеть. Я ему задала 2 вопроса. Один вопрос был такой, говорю: скажи, пожалуйста, когда вы грабили киоск, вот ты его грабил, вот в тот момент, когда ты грабил, ты предполагал, что человек, который владелец этого киоска, утром проснется, увидит и немножко расстроится? Да, я знал. Хорошо, ты хотел, чтобы тебя поймала милиция? Нет, не хотел. За что сидишь? За киоск. Это что ж за результат работы в сильном интересе тюрьма? Человек может думать, что он находится в сильном интересе. На самом деле он находится в скрытой враждебности. Если он делает то, что нельзя, он находится в скрытой враждебности. Вы видели лица людей, которые смотрят куда нельзя, в щелочку? Кстати, я вам забыла привести пример для мальчиков. Для девочек привела скрытую враждебность, а для мальчиков не привела. Она более скромная. Для мальчиков удар будет дальше. Значит, мальчик скрытой враждебности. Вот я, парень, да, я вот этого парня терпеть не могу. Гад, убил самого. Но не хочется это делать открыто, потому что не хочется иметь фингал под глазом. Поэтому, ну что-то, вот он его боится, да? Он его боится, бояться неприятно, и у него возникает мысль: ну хоть что-то, ну сделаем, хоть что-то. Вот он уже в скрытой враждебности. И он придумывает, что сделать. Он им кнопку под зад, а сам сидит, ждет. Значит, лицо, с которым он ждет, будет выглядеть так. Он садится на эту кнопку, кричит: ай-яй-яй, а этот на задней парте так. Но тихо. Вот вам, пожалуйста, скрытая враждебность. Радуется человек, да? Но чему он радуется? Чужому горю. Разницу поняли?
Отлично. Пошли выше. Гляньте, мы уже в кайф попали. Вы заметили? 3,5. Тон называется веселье. Знакомо это состояние? Чтобы не возникло никаких вопросов, даю маленький пример. Идут две девочки зимой, скользкие тротуары. У одной из девочек шпильки. Они идут, разговаривают, и одна девочка так... А вторая стоит и... Понятно, да, что это не то? Это опять здесь. А если они вдвоем смеются, то, безусловно, это веселье. Но если одна плачет, другая смеется, то это немножко по-другому. Хорошо, поехали выше. 4,0. Тон называется энтузиазм. Я сокращаю надписи, а то не помещусь. С энтузиазмом все просто. Это как бы наивысший подъем эмоций, такое классное состояние. Сейчас будем поднимать руки. Я вам задаю вопрос, вы поднимайте руки. Вопрос такой. Кто-нибудь из вас выигрывал ли когда-нибудь в командных физкультурных каких-нибудь соревнованиях? Отлично. Вспоминаем, как вы чувствовали себя, когда вы выигрывали. Так. Так, хорошо, еще вопрос. Кто-нибудь из вас когда-нибудь решал какую-нибудь проблему свою или тяжелую задачу самостоятельно? Разницу понимаете, списал и самостоятельно, да? Самостоятельно и сидел и думал, блин, я сделал это. Есть такие люди? Раз в жизни. Отлично. Для остальных, для всех, кто не поднял руки в том варианте, еще проще вопрос. Кто получал хорошие подарки на день рождения, на Новый год? Мечтал и получил. Есть люди? А что так мало? Сильно много хотите, да? Хорошо. Для всех реально состояние, когда ты победитель, ты счастлив. Реально? Сейчас будет сложный вопрос. Он звучит, он очень просто, но он сложный. Иногда бывают очень странные ответы. Я надеюсь, что я здесь не получу странных ответов. Хотя, мало ли. Чувствуем вот этот вот вау. Чувствуем? Вау. Почувствовали? Вот прямо сейчас почувствуем? Хорошо, теперь отвечаем на вопрос. Скажите, вот в этом вау, это мое, мне подарили, о, супер. Вот в этом состоянии у человека может в этот же момент возникнуть мысль, надо начать принимать наркотики. Кто сказал да, что имел в виду, обмыть? Что имел в виду, говори? Просто прикололся? Укололся. Нет, мне иногда, у меня была лекция, у меня девочки сидели, девочки, мальчики сидели 6-7 класс, в пригороде я проводила лекцию. И совершенно наивными глазами, глядя на меня, девочка сказала, как обмыть? Я говорю, отлично, я вам сейчас приведу пример, если у кого-то возникла мысль, тут же было, да, кое-где я слышала. Привожу вам пример про обмыть. Представляете себе кучу песочка, представили песочек? На этой куче песочка сидит 2-летний ребенок и строит пасочки, они у него не получаются. Когда не получаются пасочки, дети расстраивались. Вы видели расстроенных детей? И тут мама открывает секрет пасочек. Она говорит, надо, чтобы песочек был мокренький, надо его хорошо набить, а потом ведерочко поставить и лопаточкой по нему постучать, а потом поднимать ведерочко. Я говорю, ага. Он садится, все это делает, поднимает ведерочко, и пасочка не рассыпается. Вау, обмыть. Вы когда-нибудь представляете, что такое вообще, что ребенок 2 лет может думать о том, что надо обмыть? Что сделает следующим действием ребенок, у которого получилась эта пасочка? Он еще одну пасочку сделает, а в следующий раз он на эту пасочку поставит еще одну пасочку. То есть он будет новые какие-то себе ставить цели, правильно? Вот это действие человека в энтузиазме. Если у вас первая мысль обмыть, вы не в энтузиазме, вы непонятно где. Пошли дальше. Веселье. Вы смотрите кинокомедию, умираете со смеху с друзьями, у вас уже пресс болит от смеха. В этот момент может появиться мысль, надо начать принимать наркотики. Нет, пошли ниже. Сильный интерес, вы увлечены чем-то, книгой, фильмом, не знаю чем. В этот момент возникает такая мысль? Нет, конечно, вы увлечены, какая же мысль другая. Консерватизм, вы ничего не меняете, все будет как вчера. Будет тут человек начинать? Хорошо. Скука, человеку нечего делать, сижу вообще ничего делать. Отлично. Сейчас у нас будет триллер про Васю и Петю. Готовы? Хорошо. Мальчик Вася. Я вот тут сотру кусочек. Мальчик Вася не ваш, наш. Я не имею в виду, если у вас тут есть Вася. Сидит в тоне скуки.
Он сидит дома. Там ползет 2 мухи по окну. Ну, знаете, ему скучно очень. И он не знает, чем заняться. А тут ему звонит по телефону мальчик Петя. И очень загадочным голосом говорит: Васька, у меня есть такая вещь крутая. Супер! Только тебе осталось чуть-чуть, немножко бесплатно. Море кайфа. Ваське нечего делать, тут ему предлагают что-то еще бесплатно. Знаете, какая хорошая фраза? Бесплатно. Где? И Васька поднимается чуток по тону. В какой тон он поднимается? В интерес. Молодцы. Он поднимается в интерес, говорит: что там мне дают? Где? Что? Да беги скорее, опоздаешь. Он прибегает к Петьке, и Петька ему предлагает чего-то принять, какой-то наркотик. Давайте для примера возьмем то, что больше всего распространено, считается не наркотиком. Ганч. Всем понятно слово? Ага. Так, хорошо. Тем, кто непонятно, я дам синоним, потому что в некоторых глазах я не вижу понимания. Ну, на самом деле, сейчас вообще у нас футболки, у нас промышленность левая работает очень хорошо. Знаете, что такое растение зеленое? На шапочках сделано. Да, конопля называется, да? Вот. Слово «косяк», наверное, самый распространенный. Потому что в зависимости от территории, вот это ганч, там, кончубас, дубас, драп, и 25 последующих, это меняется. А косяк, понятно, везде, потому что в КВН об этом говорят, да? Все знают, что у слова косяк есть 3 значения, да? Ну, косяк двери, косоглазый. Косяк двери. Первое значение. Второе, косяк рыбы в океане. И третье значение, косяк. Если дать определение этому слову, это самокрутка из конопли. Понятно, да? Все, чтобы все понимали, про какой косяк идет речь. Он ему предлагает косяк. Нет, я рано мел взяла. Он ему предлагает косяк. Нашему Васе 12. Он смотрит на Петьку. Он слышал с детского сада, что наркотики это опасно. Выбрать гадость. Он смотрит на Петю и говорит: ты что? Это опасно. Мне говорили в школе, что это нельзя принимать. Нормально. Я уже 2 года принимаю. И все в порядке. Ты кому веришь? Маме? Когда мама говорила, что это полезно, только говорит: нельзя, нельзя, нельзя. Ты веришь? И у него меняется лицо. А Петька-то видит, что меняется, он уже задумался, и Петька продолжает работу. Ну что ты тут дергаешься? Давай, пробуй, принимай. Слушай, я завтра приду, я подумаю немножко. Я завтра приду. Куда завтра? Если он начнет потихонечку уходить, наш мальчик Вася, если он ему не продолжит, он, видите, он в антагонизме был, да? Сказал: нет, я не буду, ты что, обалдел? А он на него продолжает давление, он падает ниже, он как в сомнении уже, знаете, такое состояние, он продолжит на него давить. Если он сразу ему скажет: да пошел ты все, он уйдет. Я вам скажу, Петя уйдет точно. Если вы ему четко скажете, чтобы он понял. Ну, мы потренируемся, может, потом, после лекции. Вот. А он ему не говорит, он задумался. И Петя продолжает на него давление. Он на него смотрит и говорит: я не понял. Нет, слушай, я не понял. Ты еще лох. А что ты глаза опускаешь? Я не понял, что ты глаза? Ты мне в глаза смотри, ты будешь пробовать или нет, или ты маму боишься? Не, отвечай мне быстро. Я молчит, ты что? Онемел, ты мне говори быстро, бегом сейчас, потому что я сейчас есть, завтра нет, бегом решай сегодня. Фух. Спасибо. Руку давай. Ему было тяжело. Я могу к любому подойти, и я вылупилась. Неприятно, правда? Запросто. Это тон такой. Если вы владеете шкалой тонов, вы можете что угодно делать. Но это не очень хороший метод, да? То есть на самом деле в каком тоне находится мальчик Петя, который предлагает наркотики? Его хронический тон какой? Куда? Ребята, он преступник, вы забыли, что ли? Наркотики распространять, это преступление. Он в скрытой враждебности. Знаете, когда он вам продаст? То есть когда вы купите или возьмете? Когда ему удастся вас опустить ниже по шкале. Вот тут вы не будете покупать, и тут вы не будете покупать. А когда вы вот тут вот будете, он вам продаст. Потому что в этой шкале есть маленький такой секрет. Если человек находится выше по шкале тонов, чем тот, с кем он общается, он его может контролировать и может его поднимать по шкале, понимаете? То есть если человек вот тут находится, он может спокойно вот с этими людьми добиваться от них согласия.